По поводу выселения наших народностей из Северного Кавказа много уже есть напечатано, рассказано, фильмы сняты. И разные случаи, истории тоже рассказывают, поэтому, может быть, мы будем повторяться. Но каждый рассказывает то, что у него накопилось, то, что он слышал, то, что видел. И все по-разному об этом и рассуждают, об этих исторических фактах. В годы войны все уголовные элементы собираются там, где меньше доступа, где им вольготно, в общем. И там действительно за годы войны дезертиры все любой национальности, которые от войны убегали в горы. То, что старики, дети, абсолютно даже и были люди, которые жили в хуторах, у этих никакого даже понятия не имели, что где-то там какие-то банды, там какие-то там диверсанты, какие-то... даже война, может быть, даже они не знали, кто с кем, за что воюет. В горах такие были отдаленные наши эти хутора. Всех подчистую, всех собирали, самых далеких хуторов собирали, увозили. И потом тех, которые дома не были на горах, там на отару пасли, ждали, пока они придут, следом отвозили и тоже увозили в этот места выселки. Как отмечали потом, почему выселили, потому что было массовое такое предательство народа, что ли, типа такого. А мы наоборот там все то, что держали скот, все отдавали фронту там, все это люди уходили воевать, жили. Поэтому сказать, что у нас там были банды, такого не было. Но, возможно, были где-то банды в горах, везде, всегда. На сегодняшний день, может, найдете кого-нибудь, который сбежал куда-то. И поэтому вот это вот выселение было очень тяжелое и неожиданное для всех, для народа. И когда пришли солдаты в аул, и даже никто и не верил, не допускал, что будет выселение из этого села. Зима, самый холод, большой снег. В феврале уже у нас лежит большой снег в горах, 1-2 метра местами. И в это время, говорят, надо переселяться. Дорог, машин никаких нету. И все пешком нам через эти горы до ближайшего районного центра Шатоя. Все это село, около 1000 человек, маленькие, большие, старые, молодые, все, которые там были, пешком на телеге ничего не проходило там. Бычьи упряжки только были, сани, повозки. И на них кто есть, кто были, кто мог, загрузили, и все пешком вот эти 1000 человек потянулись. Это где-то 22 километра пешком до ближайшей дороги, которую загрузить на машины и уже к железной дороге отвезти этих людей. Вот когда вот мы увозили их, шли пешком, некоторые, не зная, куда ведут, не понимая, что с ними делают, когда их оставляли, вот, например, старуху или старика больного оставляешь на дороге, а босс дальше идет, они говорили, ну, им давали там кусок там хлеба, там что-то это, они говорили, это мне хватит, пока вы вернетесь, я здесь посижу, ничего, за меня не беспокойтесь. Они не знали, что их уже увозят в далекую Сибирь на ссылку, что зачем собрали, не понимали, куда ведут. Вот такие тоже люди были, и они оставались там в снегу, прислоненные к этим, на краю ущелья. Некоторых сваливались, некоторые ущелья уже больные. Некоторые, примостившись там на краю, сидели и говорили, вот, я подожду вас, пока вы вернетесь. Это кусок хлеба мне хватит. И там замерзал уже навечно, он остался. Он не знал, что ему придется там ждать.
очень много, 13 лет. Прямо, когда ехали туда, короткая остановка, и даже похоронить не успеваешь, только из вагона выносить мертвых, которые умерли от болезни, это выносить и ложить там на насыпи железнодорожной, там относить только так успевали. В снег только забросать снегом и все.